Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Яшов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Мусульманские страны должны объединиться и остановить войну. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров поддержал Палестину и призвал спасти невинных людей. Хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмешались. Город Шали стал еще краше. Там открыли новый парк рядом с мечетью «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. В Грозненском аэропорту начали строительство взлетно-посадочной полосы для нового терминала. Она будет соответствовать мировым стандартам. Более метра до бетонную вечной полосою. Рамзан Хаджи Кадыров высказался в поддержку Палестины. Глава региона в своем телеграм-канале обратился к мировому сообществу с призывом принять справедливое решение по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Также Рамзан Хаджи Кадыров обратился к лидерам мусульманских стран. Он предложил им создать коалицию и призвать Европу и Запад прекратить убийство мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. Хочу мировое сообщество призвать, чтобы хотя бы в жизни один раз справедливо отнеслись в этих ситуациях. 50 лет назад было то же самое там. Особенно хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмешались, создали коалицию и призвали своих друзей, европейцев, Запад, чтобы они не бомбили города, где живут мирные жители. Они знают, что там не находятся боевики. Просто чтобы напугать, они взрывают, убивают. А Запад, Европа подтягивают свои силы для того, чтобы уничтожить Палестину. В городе Шали открыли центральный парк имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В торжественной церемонии принял участие глава региона. В ходе мероприятия Рамзан Хаджи Кадыров вручил 5 семьям ключи от новых домовладений. Всего дома получили 22 семьи. После глава республики проверил условия работы коллектива клиентской службы в Шалинском районе. Подробнее об этом в сюжете Дианы Хармуш. Город Шали обрел еще одну достопримечательность. Это новый парк имени Ахмата Хаджи Кадырова. Поздравить горожан с этим событием собрались почетные гости, в их числе и глава региона. С приветственным словом к собравшимся обратился сенатор страны Мухаммад Эмин Ахмадов. В этот знаменательный день я хотел бы начать со слов благодарности главе Чеченской Республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Этот проект, как и многие другие, он координировал лично, и его непосредственная помощь способствовали высокому качеству строительства данного парка. Над проектом трудились известные архитекторы и дизайнеры. При строительстве использовались лучшие материалы и были внедрены инновационные технологии. Мы учли все пожелания наших граждан и, самое главное, будущих наших посетителей этого парка – детей. Их пожелания были исполнены беспрекословно. В своем выступлении Рамзан Хаджи Кадыров высоко оценил проделанную работу и поздравил жителей города и района с открытием новой зоны отдыха. طبعا وعيوش فرق بخيت تعليمات جوال دخل دعوانا قوس ميوش دعوانا وقع دعوانا بعض الميس غوا ريعونا وصدق أحياء وقع كراتر وبعض المينا غوا ريعونا وصلنا غيرنا وصلنا بركل ديري صلالاسون وقع ونشارك مديسنا حرب متكلريش خزيش تايش أحياء شبولنا. В ходе мероприятия главе республики передали благодарственное письмо от председателя Совета Федерации Федерального собрания страны Валентины Матвиенко. Рамзан Ахматович, в мероприятии считается офлайн, Валентина Ивановна, Шигада, Дегелеви Шигада, благодарственное письмо вручить, и Дечто Чумана, Воевах Кардинаса Аши.
Och det är massa nätter bussar när han blir så han med dock så det är så här där så skiger det eller just höger skiger så för det var det списmo ручи диалст поручение свое. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики объявляется благодарность главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Также на торжественной церемонии Рамзан Хаджи Кадыров передал ключи от новых домовладений 5 семьям. Всего же дома получили 22 семьи. Все они были построены за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Дагар Баркар ол своей республик почалкана масана радалина масана тидим те я свасто данистил торезол агуина хастуек хажи. После собравшиеся осмотрели новый парк. Зона отдыха оснащена пешеходными дорожками, лавочками, теневым навесом с качелями и полками для книг. Есть и паровой фонтан с подсветкой. В ходе экскурсии глава республики пообщался с детьми. Территория парка расположена в центральной части Шали. Новая зона отдыха станет еще одной визитной карточкой города. Общая площадь парка составляет 5 гектаров. Сам объект разбит на зоны тихого и активного отдыха. Строительство парка стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». После открытия парка Рамзан Хаджи Кадыров проверил условия работы клиентской службы в Шалинском районе, структурного подразделения, отделения фонда пенсионного и социального страхования. Глава региона отметил, что для качественного обслуживания населения в республике создаются все условия. Рамзан Хаджи Кадыров пожелал коллективу клиентской службы удачи и успеха в работе. Диана Хармуш, Имам Юсупов, Аслан Висхаев, «Неделя». Глава региона встретился с заместителем министра внутренних дел страны Виталием Шуликой и начальником Главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным. Гости вручили благодарственное письмо Аймане Кадыровой за активную помощь семьям бойцов, которые погибли или же ранены в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Также они посетили расположение специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Данное военное формирование было создано по указу Владимира Путина специально для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Подробности далее в материале. Встреча главы республики с заместителем министра внутренних дел России начинается с вручения благодарственного письма Аймане Кадыровой. Президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказывает всестороннюю поддержку семьям бойцов, участвующих в специальной военной операции. Пользуясь случаем, позвольте вас попросить вашей маме передать от меня благодарственное письмо за ту помощь, которую она оказывает сейчас тем территориям, ну и в том числе и Сирии. И передать мне слова благодарности и вам выразить уважение как сыну. Глава региона поблагодарил гостей за оказываемую поддержку структурным подразделениям республики. Он особо отметил деятельность полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Полк имени Ахмата Хаджи Кадырова в Мариуполе, один из лучших показателей. Путин сам выбрал его, отправьте их именно в Мариуполь. И когда они шли, я специально Инстаграм писал, или в Телеграм. Вот идем мы по этой направлению, встречайте нас. Никто не встречал. После встречи делегация посетила расположение специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он был сформирован по указу Владимира Путина. Его основная цель – это противодействие терроризму и экстремизму. Это полк сформирован после гибели Ахмата Хаджи Кадырова. Я обратился к Путину, чтобы из амнистированных разрешил создать полк. Вот тогда президент вопреки всего сказал, амнистированные должны быть на службе. Ахмат Хаджи им дал слово. И все вы, большинство, старые наши братья, ветераны, я их видел сейчас. Когда их вижу, вспоминаю свою молодость, как мы вместе воевали, как ходили боевые спецоперации. Сегодня тоже горжусь вами вдвойне. Когда Мариуполь брали, один из лучших подразделений там
выступали вы. Состоялось и награждение особо отличившихся бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Награждается медалью защитника Чеченской Республики старший лейтенант полиции Сербиев Адам Сайтмагомедович, начальник отделения инженерно-технического отдела специального полка полиции имени Героя России Ахмата Абдухамидович Кадырова. Награждается медалью защитника Чеченской Республики старший лейтенант полиции Абуев Сурхо Хусаинович, командир 2-й роты специального полка полиции имени Героя России Ахмата Абдухамидович Кадырова. Награждается медалью защитника Чеченской Республики старший лейтенант полиции Шаипов Мурат Вахаевич, командир 9-й роты специального полка полиции имени Героя Российской Федерации Ахмата Абдухамидовича Кадырова. Здесь же бойцы продемонстрировали свои навыки владения оружием и уровень физической подготовки. Также состоялось показательное проведение спецоперации по нейтрализации членов незаконных формирований. Молодцы! В завершении Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил бойцов и пожелал им успеха в выполнении боевых задач. Ислам Ершов, Турпал Алханов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Сразу 3 военизированных полка Чеченской Республики удостоились боевого знамени. Вручение прошло в соответствии с указом президента России Владимира Путина. На торжественной церемонии присутствовал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров с почетными гостями. По его словам, каждое подразделение отличилось в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Подробности далее в сюжете. Согласно указу президента страны Владимира Путина, 96-й полк удостоен боевого знамени. Расположение спецподразделения посетил Рамзан Хаджи Кадыров вместе с командующим Северокавказским округом войск Национальной гвардии России Сергеем Захаровым. Глава региона отметил, что военизированное формирование с достоинством противостоит врагам государства. Бойцы 96-го полка оперативного назначения Грозненского соединения Росгвардии с честью и достоинством несут службу и вносит ощутимый вклад в успешное проведение спецоперации на Украине. 96-й полк в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии продолжает с честью и достоинством выполнять задачи по участию в специальной военной операции, проявляя при этом самые лучшие качества, мужество, отвагу и героизм. В ходе мероприятия состоялось награждение особо отличившихся бойцов спецподразделения. Указами президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены знаком отличия ордена Святого Георгия ефрейтор Гаджиев Нурсултан Шихмагомедович, водитель-разведчик разведывательной роты 96-го полка оперативного назначения. Медалью за отвагу награждаются старший лейтенант Шамаев Ибрагим Висханович, командир батальона 96-го полка оперативного назначения, старший лейтенант Попов Дмитрий Олегович, командир взвода 96-го полка оперативного назначения, старший сержант Салихов Ринат Садирович, заместитель командира взвода оперативного назначения 96-го полка оперативного назначения. Боевое знамя также передано 94-му полку. Бойцы спецподразделения зарекомендовали себя как смелые, отважные воины, готовые отдать жизни за Отечество. Я от всего личного состава округа поздравляю вас с вручением нового боевого знамени, как символа отваги, чести, мужества и всех самых лучших традиций, которые существуют и в войсках Национальной гвардии, и в целом в Министерстве обороны и во всей нашей великой Родине. Я уверен, что мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы вы могли достойно выполнять свои боевые задачи. Здесь же состоялось награждение отличившихся сотрудников государственными наградами. Орденом мужества капитан Тимохин Леонид Андреевич, командир разведывательной роты 94-го полка оперативного назначения. Медалью Суворова
Майор Козленко Олег Николаевич, заместитель командира минометного дивизиона по военно-политической работе 94-го полка оперативного назначения. Майор Нахаев Имран Сайдалиевич, заместитель командира 94-го полка оперативного назначения по тылу, начальник тыла. 141-й моторизованный полк «Север» отдельной бригады оперативного назначения имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова также удостоен боевого знамени указом президента России Владимира Путина. Против терроризма, экстремизма, давно чужая شان حلب دي كماندير باش واللي دينا وقت العقل شلونه شاش مصمتا جيتنا تاكسون ديرسون شو دي aldaله تاكشو داله توبول دا مصو شونالر دويل دا اتبايقي شانتيلن شو دا اشتقاق شو الاحمد Здесь же прошло награждение отличившихся сотрудников. Указами президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью за отвагу сержант Чалаев Ваха Висадиевич, санитарный инструктор 141-го специального моторизованного полка, медалью Суворова старший лейтенант Имурзаев Исмаил Ибрагимович, командир взвода 141-го специального моторизованного полка. Все бойцы спецподразделений с достоинством несут службу. Рамзан Хаджи Кадыров пожелал удачи в выполнении поставленных задач. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном состоялся первый Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства «Дорога-2023». Это крупнейшее отраслевое событие. Оно объединило на одной площадке экспертов, представителей органов власти, научного и бизнес-сообщества, ведущих экспертов дорожного хозяйства и студентов профильных учебных заведений. С представителями дорожной отрасли встретился и глава Чеченской Республики. Подробности в следующем материале. Первый Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства «Дорога-2023» – это крупнейшее отраслевое событие. Оно объединило на одной площадке экспертов, представителей органов власти, научного и бизнес-сообщества, ведущих экспертов дорожного хозяйства и студентов профильных учебных заведений. Площадкой для проведения такого масштабного мероприятия стала Чеченская Республика. Для нас большая честь, что Всероссийский съезд проходит на площадке Чеченской Республики. Такой выбор является большим уважением главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову и дорожникам республики. В Чеченской Республике проведена огромная работа по восстановлению, строительству новых и реконструкции существующих дорог. Это стало возможным благодаря поддержке федеральных органов и главы Чеченской Республики. У вас будет возможность посмотреть и оценить нашу дорожную сеть, а также убедиться, что вложенные дорожные средства идут на благо людей. Уверен, что наша встреча будет очень полезной, нам есть что обсудить. В рамках съезда участники рассматривают аспекты клиентоцентричного подхода в дорожном хозяйстве, в том числе вопросы развития объектов дорожного сервиса, повышения качества работ, снижения аварийности на дорогах, охраны и улучшения окружающей среды. Ключевой тренд сегодняшнего нашего совещания – это проведение двух панельных дискуссий о клиентоцентричности в дорожной отрасли. Первый блок вопросов был сегодня посвящен как раз реализации национального проекта. Почему мы строим эти дороги? Почему именно в этих направлениях? Что это дает гражданам? Почему мы строим именно к этим сельским населенным пунктам, к этим малым городам, к туристическим центрам, к достопримечательностям, к святым местам? Мы понимаем о нашем будущем, поэтому в первую очередь мы должны обеспечивать дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, досуговые места, где наши дети, где наши родители могут посетить, пообщаться друг с другом. Площадкой для проведения съезда стал Грозненский государственный нефтяной технический университет. Для студентов вуза это стало прекрасной возможностью узнать много нового в дорожной отрасли. Я интересуюсь и давно хотел работать в автодорожном деятельности этой и хотел развивать дороги нашей республики, в частности нашего района, нашей улицы. Я очень рад тут присутствовать и ни капли не жалею, что сегодня пришел, встал пораньше.
Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства «Дорога-2023» пройдет в Грозном с 11 по 13 октября. Программа на второй и третий день также насыщенная. Здесь на базе ГГНТУ состоятся круглые столы, пленарные заседания и подписание ряда соглашений. Представителей дорожной отрасли в торжественной обстановке принял глава Чеченской Республики. Рамзан Хаджикадыров поприветствовал гостей и отметил значимость проведения дорожного съезда в регионе. Также он подчеркнул, что Чеченская Республика принимает активное участие во всех направлениях, особенно в зоне проведения СВО. Я желаю всем удачи, и я думаю, что сегодняшняя наша встреча и завтрашняя, послезавтрашняя работа принесет пользу для нас. Мы познакомимся поближе, вы узнаете Чеченскую Республику, мы узнаем о новых регионах, что мы делаем, как вы делаете, и вместе мы преодолеем все трудности. Чеченская Республика отправила более 30 тысяч бойцов для участия в военных действиях. Вот сегодня и вчера мы потратили деньги, около 800 миллионов рублей денег. Отправили за 30 машин, бронированные машины, одежду. Около 15 тысяч добровольцев отправили. Полностью сами одеваем, обуваем, все делаем, обучаем и плюс деньги отправляем. И мы все должны сегодня смотреть завтрашний день. А сегодня, да, хорошо, война недалеко, война рядом. В любое время, любой снаряд может прилететь в любой наш дом. Они могут по нам стрелять, они могут по вам стрелять. Белгород. Свободно заходили, выходили. Там стоят наши ребята, сегодня их успокоили. Но завтра таким же успехом они могут зайти в Москву. Если мы сегодня не соберемся вместе и не станем вокруг нашего президента, мы выживать должны будем, а не жить. А мы должны не выживать, а должны жить. Да, мы выиграем эту войну, мы станем достойными гражданами и патриотами настоящей нашей Родины России. Да здравствует Путин, да здравствует Россия, Ахмад Сила. Наступает время награждений. Первый заместитель министра транспорта страны Андрей Костюк, начальник ГИБДД России Михаил Черников и руководитель Росавтодора Роман Новиков отмечены медалями за заслуги перед Чеченской Республикой. В свою очередь, приказом министра транспорта России главе региона вручили медаль Павла Мельникова. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации за достигнутые успехи, личный вклад в развитие дорожного хозяйства медалью Павла Мельникова награжден глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Также указом министра транспорта России государственных и ведомственных наград удостоен ряд чиновников Чеченской Республики. Глава УГИБДД России отмечает, что чеченские дороги самые лучшие в стране, и убедиться в этом можно, проехавшись по ним. Здесь же Михаил Черников передал главе республики благодарственное письмо, а также ведомственные именные часы. За большой личный вклад в достижение целей федерального проекта «Безопасность дорожного движения» благодарственным письмом Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации поощрен глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. А также глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров награждается ценным подарком – именными часами от главного государственного инспектора безопасности дорожного движения. Сегодня, кажется, мой праздник, мой день. Я должен был вам подарки дарить, мне вручают. Спасибо. Я еще подчеркну, что Рамзан Ахматович является заслуженным сотрудником госавтоинспекции, и первая степень самого отличника госавтоинспекции мы его вручили и равняемся на него. Спасибо. Следом нагрудным знаком за отличие в службе ГИБДД второй степени наградили начальника управления госавтоинспекции по Чеченской Республике Идриса Черхигова. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой с участием звезд чеченской эстрады: Абдулла Батаев, Адам Арсанукаев, Аслан Исхаев. Неделя. Глава региона проверил ход реконструкции Грозненского дворца торжеств «Фирдаус». О том, как проходят строительные работы, Рамзану Хаджикадырову рассказал специалист по архитектуре и дизайну Даниил Адаев. В ходе реконструкции применены современные дизайнерские и архитектурные решения. Они позволят улучшить внутреннюю планировку объекта и увеличить его вместимость до 500 человек. Также во дворце торжеств предусмотрены отдельные зоны для жениха и невесты, что позволит проводить свадебное торжество с учетом чеченских традиций и обычаев. Самое большее, что полностью полы поменяли, теплые полы, отопление поменяли.
самое современное оборудование по вентиляции, кондиционирование, полностью по свету. Поручение мое, максимально силы света. Самое современное оборудование купили по звуку, изогнутый, экран большой поставили. Отдельно зона жениха, зона подготовки невесты. На данный момент будет один из самых передовых залов банкетов нашей республики, шеф, по всем дизайнерским работам, отделочным, полностью все в современном стиле, шеф, такое просили, поручили давали. Ну, удобство, что на вообще отдельно современная кухня, прачечная, все здесь предусмотрено. Большой банкетный зал, посадочных мест где-то 450 до 500 в ушевой стандарте. Если нам требуется, мы можем больше столов ставить и больше посадки. Поэтому все предусмотрено, как вы просили. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с коллективом государственного ансамбля «Войнах». Глава региона вместе с министром культуры Чеченской Республики Мусой Дадаевым представил танцорам ансамбля нового директора. Руководителем коллектива назначена народная артистка республики Марит Байсарова. Глава региона поздравил ее с новой должностью и пожелал успеха в работе. Также Рамзан Хаджи Кадыров пообщался с артистами и посмотрел репетицию. Он отметил, что высокая самоотдача и ответственное отношение к выбранному делу являются главным залогом успеха. Da bekliyor da maalesef bu muslim doğan belki de doğru şu oran bir daha boş orşun bir daha boş yalla hazır nokşi buh değil hakikaten hittuat oran gözü tutur şu haş koş da tutur belki de bakır doğru sotan hundun olacak sonun zamber halka artist şu halka da شيبوخ عذابدن قيج بلغيش قيج على العقبيش ويتعد ليرسلونا شيبوخ وش ليرس خرجيسون قاني زولداس كاج دي شو بيش بوغ العياد للمشنين طبعا دين دا العياد كأور وبيش بوغ سوء دوخ بيش بوغات تون دي يزسرات ويشوات مو قدو أور مادة بيش بوغ العياد للمشنين إجو هذا وضوشين خارع ورشيطة شريط ويرو Sundoğan neler oluyorsun doğuda dediğinde şu depo şüpheli de dolaşırlar. Ondan o hazır geçen babiyler. Активными темпами идет строительство взлетно-посадочной полосы для нового терминала аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Протяженность полотна составляет 3200 метров. Для укладки асфальтобетонного покрытия задействована специальная техника. На участке трудятся более 30 человек. Воздушный порт будет способен принимать практически все типы современных самолетов. Подробнее о ходе строительства расскажем в следующем материале. Строительство взлетно-посадочной полосы – важный этап возведения нового терминала аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рабочие уже начали укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Мы выполнили пробную укладку верхнего слоя цементобетонного покрытия БТБ 4.8. Сегодня планово, масштабно приступили к укладке. Сейчас вы можете ее увидеть. Мы находимся на разворотном кармане. Здесь самолеты будут осуществлять руление на разворот и двигаться в сторону будущего нового аэровокзального комплекса. Взлетно-посадочная полоса будет длиной 3 километра и 200 метров. Инженеры отмечают, что она будет соответствовать не только отечественным, но и мировым стандартам. За ходом работы на участке наблюдает министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов. Более метра дона, бетонный окей, дал вечный полосаю, ويا أحمد عجيد الغاز وطوبلتن بيرت كدونا تغنا ونقشدي والشلاش دال مولعة ويا السروق وين حي له السروق دال مولعة الايربورت دونا كيتش نهوة دال مولعة ويقولون دالو اليوم. Для укладки асфальтобетонного покрытия задействована специальная техника. На участке трудятся более 30 человек. Рабочий процесс хоть и автоматизирован, однако требует постоянного контроля, отмечают на объекте. Погружают бетонную смесь, оператор вместе с экскаватором распределяет, чтобы было равномерно перед укладчиком смесь. Непосредственно укладчик идет, вибрирует. Частоту вибрации настраивает тоже оператор. Боковые операторы следят за опалубками, за слоем.
знаю, уже в конце автоход, лыжа заглаживает. Это последний слой, да? Это последний слой, да. То есть больше, по нему уже непосредственно будет ездить самолет. Там дальше машина по уходу за бетоном наносит текстуру, чтобы было сцепление шасси с поверхностью, и закрывает защитным слоем, чтобы бетон равномерно твердел. Строительство нового терминала международного аэропорта Грозный началось в прошлом году. Здание общей площадью 12 500 квадратных метров построят в форме полумесяца. 4 современных терминальных порта, оборудованных парными телескопическими трапами, смогут одновременно обслуживать до 12 самолетов. Это обеспечит ежегодный пассажиропоток нового терминала до 1,5 миллиона человек в год. Абдулла Батаев, Имам Юсупов, Турпол Алханов. Неделя. Город Грозный – исламский центр России. Проект с такой концепцией стал одним из финалистов международного конкурса на разработку мастер-плана столицы республики. Итоги подвели на прошлой неделе. Об одной из команд, ставшей призером состязания, расскажет Диана Хармуш. Грозный – наша столица. Богатство нашей земли прославило наш город на весь мир. И даже тяжелейшие испытания, которые пережила наша земля в конце 20 века, не сломили наш город. Этот и другие презентационные ролики были представлены на международном конкурсе по разработке мастер-плана Грозного. Для участия в состязании были поданы заявки из более 50 городов и 24 стран. В финал вышли 3 команды, в составе которых 24 компании из 5 стран. Работы оценивались экспертной комиссией, председателем которой выступил глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Хотим сделать наш Грозный одним из самых лучших и благоприятных для жизни страны. Поэтому так важно наличие подобного мастер-плана на развитие города с учетом роста населения на годы вперед. 3-е место в международном конкурсе занял консорциум «Город поколений». В состав команды вошла телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В качестве лидера консорциума выступил Александр Шарыгин. Основной идеей его проекта было закрепление роли Грозного как основного центра исламской жизни в России. С нашей точки зрения очень важно для города Грозный в период ближайшего развития акцентировать свое внимание на том, что город прошел уже этап восстановления, и теперь для него ключевой задачей является закрепление себя как устойчивого города, имеющего перспективу стать вечным центром исламской жизни, таким же, как древние города арабского мира, такие как Мекка, Дамаск, Багдад, Иерусалим и так далее. Вдохновлялись участники конкурса оливковым деревом, под которым отдыхал пророк Мухаммад, мир ему, во время торгового путешествия в Сирию. В прошлом году отросток этого дерева король Иордании подарил главе Чеченской республики. Символом нашего города станет олива пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, как знак мира и вечной жизни. Мы достойно продолжим путь Ахмата Хаджи и сделаем наш город лучшим городом земли, вечным городом, городом поколений. Гала Тахи. Главная задача проекта «Город поколений» – показать, как будет выглядеть Грозный в 2035 году. По словам участников конкурса, Грозный должен стать вечным городом с многовековой историей прошлых поколений. Также в концепции мастер-плана отражается созидательный путь первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Если измерять текущий век в поколениях, которые будут в нем жить, то самое главное сегодня показать, что в Грозном выросло поколение, вся жизнь которых будет проходить в столетнем цикле пути Ахмата Хаджи Кадырова. И если Грозный ставит свою задачу развиваться динамично, продолжая путь Ахмата Хаджи, то именно молодое поколение, родившееся в начале этого пути, станет тем фундаментом, той силой, той энергией, которая будет развивать этот город дальше. Мастер-план Грозного имеет огромное значение для развития всей республики, влияя на экономику, социальную сферу, качество жизни и образования. В настоящее время планируется разработка мастер-планов для других городов Чеченской республики. Это является частью стратегии развития региона и направлено на создание устойчивой и сбалансированной городской среды и территории во всех населенных пунктах. Диана Хармуш, Имам Юсупов, Турпол Алханов. Неделя. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.